Работает? Да. Стаканку поем. И... В далеком 1968 году народный артист Ингушетии Осман Имагожев только начинал музыкальную карьеру. Сегодня ему уже 52 года. Он все так же активен, полон сил, дает концерты и является наставником для молодых начинающих артистов. Надо подработать, конечно, там, с опорой поработать, артикуляцией все-таки, да, произношением. Есть где поработать, конечно, и будем работать все время. Вокал – это что? Это каждодневный труд по 3-4 часа. Вокал. Это не инструмент шипковый там или национальная гармоника, потому что они не живые. Ну, эти инструменты живые в музыкальном мире, конечно, но у вас живой инструмент. О пенсии артист даже не думает, а после внесенных изменений в пенсионном законодательстве говорит, как будто помолодел на 5 лет. Теперь у него будет больше времени, чтобы заниматься любимым делом. Это не шоковая терапия, там диапазон широкий, по-моему, там 8 лет, да, по-моему, диапазон очень широкий, потихонечку переходит. Вы знаете, в других странах есть даже в 70 лет уходят на пенсию, только 70 лет. Но они, если есть желание, работают абсолютно, я себя чувствую прекрасно. И без работы, вот вы знаете, в 2020 году, когда уходили на пенсию, не говорили по старости, там, по выслуге, по дряхлости говорили. Такое нехорошее слово было, это 20-е годы, по дряхлости. Но дряхлости не чувствуем. Я знаю, что дело в том, что даже в советское время, вы знаете, если там слесарем работаешь или там певцом работаешь, если пока ты не подготовишь замену себе, тебя не отпускали на пенсию. И тогда тоже говорили, хочешь работай, хочешь нет, но ты должен подготовить на место себя человека. Обязательно. Воспитанники Османа Имагожева также не готовы отпускать его на заслуженный отдых. Найти ему достойную замену будет трудно, признаются они. Он очень хороший преподаватель, у него творчество очень хорошее, у него много опыта. Мы хотим, чтобы он с нами и дальше работал многие годы. Вот. Мы не хотим такого работника терять. Пенсионеры всегда считались самой консервативной частью российского электората и также самой активной частью населения. Стране требуются рабочие руки. Изменения в пенсионном законодательстве предусматривают повышение пенсионного возраста постепенно с 1 января 2019 года. Нынешних пенсионеров нововведения не коснутся. Они по-прежнему будут получать пенсионные и социальные выплаты. О безбедной старости для всех россиян говорить пока еще рано. Но уже с 2019 года Кабмин обещает прибавку к пенсии на 1000 рублей в месяц. Если сейчас средняя пенсия по стране 14 тысяч, то через 2 года она вырастет до 16, а в 2024 до 20 тысяч рублей. Основной целью законопроекта является повышение пенсионного возраста неработающих пенсионеров и сохранение страховых принципов пенсионной системы Российской Федерации. Ожидается, что принятие законопроекта позволит уже в 2019 году проиндексировать страховые пенсии неработающих пенсионеров минимум на 7%, что более чем в 2 раза превышает уровень инфляции на конец 2018 года. Прибавка к пенсии будет зависеть от размера пенсии конкретного гражданина. Второе чтение законопроекта о повышении пенсионного возраста, которому депутаты Госдумы подготовят поправки, состоится осенью. Индира Манкева, Рамзан Миржоев, Новости 24.